проект нам представит команда Ичани, Государственный Греческий университет. Проект называется «Международные интерактивные классы». Докладчики Виктория Кусова и Ивана Милетич. Добрый день, уважаемые коллеги! Хотим представить вашему вниманию проект на тему основания и развития международных интерактивных площадок. Если вы дозволите, сейчас я буду говорить на сербском, а моя коллега Виктория переведет на русский. Наш тим, kao što možete da vidite, je internacionalni. I radeći na ovom projektu mi smo došli на jednu veoma zanimljivu ideju, с кojom bismo htjeli da započnemo наше излагание. Наверное, как вы уже приметили, наша команда интернациональная, и работая над этим проектом, мы пришли к очень интересной такой мысли, с которой бы мы хотели начать и поделиться с вами. Nikola Tesla, jedan od velikih i poznatih naučnika, imajući veliki broj ideja, iskustva i znanja, ali bez odgovarajućih resursa i opreme, nije mogao u Srbiji da pretvori svoje ideje u delo. Никола Тесла – один из наиболее знаменитых и великих изобретателей и ученых, который, имея значительный опыт, знания, но не имея при этом достаточных ресурсов и оборудования, не мог претворить все свои идеи в жизнь, и поэтому… Zato je Tesla 6. jula 1884. godine stigao u New York, gde se zaposlio u kompaniji Thomasa Edisona. Radeći tamo i stvarajući sa drugim pronalazačima, Tesla stekao mogućnost da ostvari svoje zamisli i stvori neke od velikih dela. И 6 июля 1884 года Никола Тесла отправился в Америку, в Нью-Йорк, там, где работал у Томаса Эдисона вместе с ним, и взаимодействуя с другими не менее великими изобретателями и учеными, он смог претворить и реализовать свои идеи, воплотить их в жизнь. Možemo samo da pretpostavimo šta bi se desilo da je Nikola Tesla umjesto Ameriku krenuo u Rusiju i da je radio zajedno sa još jednim velikim naučnikom i pronalazačem, Vladimirom Grigorijevićem Šuhovim. Kako bi samo neverovatno otkriće i pronalaske video svet? Давайте представим, что бы вообще могло произойти, если бы, например, великий ученый Никола Тесла вместо Америки приехал в Россию и, встретившись с Владимиром Григорьевичем Шуховым, с не менее выдающимся ученым, работал бы с ним, и какие бы великие открытия, великие изобретения могли бы представиться нашему взору. Ведь хотим отметить, что и Никола Тесла, и Владимир Григорьевич Шухов, они славяне, а, как известно, имеют схожий менталитет, очень легко коммуницировать. То есть, таким примером мы хотели привести, сподвигнуть вас к тому, что развитие международных отношений очень-очень важно. Мы предлагаем для этого создание международных интерактивных площадок. Данный проект рассчитан на круг аудитории, на широкий круг аудитории, а именно на людей, народ, заинтересованный в международном сотрудничестве. То есть те, которые хотят много узнать нового о братских народах, о странах, о культуре, о языке, поделиться своим опытом, не просто взять, но что-то и внести. Совместно реализовать свои проекты, свои идеи и также совместно поднять достижения в области культуры и науки на новый, более высокий уровень. Хотим отметить, что на данный момент нами уже была реализована часть проекта, и, можно сказать, достаточно существенная. И сейчас мы немножко вас введем в курс дела, что же было уже нами сделано в рамках этого проекта. Прежде всего была сделана карта Ниша в Сербии. Она очень помогла нашим студентам, которые проходили практику там на базе университетов. Данная карта была растиражирована, распечатана при помощи наших партнеров Высшей технической школы в Нише, за что мы тоже очень сильно благодарны. Следующее мероприятие. Это проведение различных мероприятий, встреч студентов и профессоров, такие как вебинары, научные публикации, совместные работы, также обмен студентами и профессорами. Третий этап отметим открытие одной из международных интерактивных площадок. Сейчас Ивана более расскажет подробно.
otvaranje jedne od međunarodnih interaktivnih radionica, interkulturalno-obrazovna radionica za studente iz Srbije i Rusije, srpski jezik za ceo svet, u Nišu, u Srbiji. Ove radionice bile su predavanja o srpskom jeziku i upoznavanju sa kulturom i tradicijom Srbije. 3 puta nedeljno su studenti BDTU se sastajali sa predavačima čiji je maternji jezik srpski, bili uključeni u aktivnim dijalozima, učestvovali u intelektualnim dijalozima i stekli novo poznanstvo sa srpskim studentima. Takođe, program radionice je uključivao nekoliko ekskurzija gde su studenti upoznali sa istorijom grada и države Srbije. В рамках этого класса, интерактивной площадки, здесь проходили занятия по изучению сербского языка и по изучению культуры, традиций Сербии. И 3 раза в неделю студенты, наши русские студенты с БКТУ имени Шухова, приходили и занимались. Они, помимо того, что изучали язык, они изучали культуру, изучали традицию, историю. У них были специально организованные экскурсии. Также они общались со своими коллегами и делали совместные проекты. Хотим сказать, что вот то, что мы сделали, это не все. У нас огромные планы на будущее. Мы хотим расширить сферы своего влияния. Помимо работы с Сербией, хотим расширить, поднять на более высокий уровень и также сотрудничать и с другими странами, по большей части славянские. Хотим именно здесь акцентировать внимание. И что мы хотим сделать на следующем этапе? На следующем этапе мы бы хотели сделать интерактивную площадку уже здесь, в России, в Белгороде, и при поддержке БКТУ имени Шухова, надеемся, при поддержке нашего руководства, хотели бы организовать следующее мероприятие. Организация на базе БКТУ имени Шухова научно-исследовательских работ, неделя научно-исследовательских работ, в результате которых здесь соберутся все заинтересованные люди своего дела, так сказать, знающие, которые могут поделиться опытом, которые могут создать что-то общее, совместное. Второй этап – продвижение славянской кухни. Организация открытой площадки и мастер-класса по изготовлению традиционных блюд. Уже было очень много сказано, и вот тоже хотели как-то приобщиться. И третий этап – проведение совместных военно-патриотических учений. Честно говоря, наша команда и Сербия была просто очень воодушевлена одним из этапов на Руси заповедной – это путь силы. Вот, у нас как раз есть участница, здесь Ивана, она проходила этот путь силы, и просто нас это сподвигло на создание как раз проведения совместных военно-патриотических учений. Кажется, это очень здорово для развития. Uz podršku naših partnera Srpskog resursnog centra i nevladinog neprofitnog udruženja X, nadamo se realizaciji svih naših ideja i pomaganju u širenju granica, saradnje i razvijanju međunarodnih odnosa. И при поддержке наших партнеров Сербского ресурсного центра, молодежной некоммерческой организации «Инициатива за коммуникацию и сотрудничество», мы также надеемся реализовать все наши задумки и поспособствовать расширению границ сотрудничества и также развитию международных отношений. Mi smo sigurni u to da je najbolji način poboljšanja odnosa između država, između ostalog okupljanje njihovih predstavnika na jednom mestu, gde bi mogli da diskutuju o zajedničkim projektima i da se upoznaju sa programima međunarodnih interaktivnih radionica. И мы надеемся, мы уверены в том, что самое лучшее для того, чтобы наладить отношения между различными международными странами, необходимо собрать всех представителей в одном месте, чтобы можно было с ними дискуссировать, чтобы можно было что-то придумать, познакомить участвующие стороны с программами международных интерактивных площадок. Считаем, что за развитием международных отношений все-таки стоит будущее. Спасибо за внимание. Будем рады услышать ваши вопросы. Уважаемые эксперты, Виктория и Ивана готовы ответить на любые ваши вопросы. Оставшиеся 5. Просьба там вот слово учение заменить там на игры, да, что-то такое. Спасибо, хорошо. Военное учение, как знаете, это... Да, что-то такое придумать, там молодежное. Да, хорошо, спасибо большое. Больше, то есть вот давайте меньше говорить о военном там и так далее сотрудничестве, вот культурное, там гастрономическое и так далее, так далее, так далее. То есть вот через культуру давайте дружить, узнавать и понимать. Потому что это есть через вас, в том числе, народная дипломатия, которая прекрасно реализуется. А вот армия, войска, у них есть там военные блоки, и там это вот, там пусть профессионалы разбираются. Спасибо. Спасибо за замечание, исправим.
больше не будет, отпустим девчонок. Спасибо. Спасибо вам. Остался один проект. Проект называется «Все Тем из более ничего». девушки нас всегда будут объединять. Женщины, они на той женщине, чтобы объединять наши разные государства. Спасибо, Геннадий Васильевич, за столь почетное делегирование столь ответственного дела.